Неделю назад личный прием на нашем канале провел руководитель администрации Троицко-Печорского района Илья Сидорин. Ответы на все вопросы появились на официальном сайте муниципалитета. Адрес портала вы видите на ваших экранах. Сегодня гость студии программы – министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин. Мы работаем в прямом эфире, телефон 46 90 60. Илья Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Ваше ведомство уже подвело итоги работы 2017 года. Сегодня мы как раз их озвучим и, конечно, ответим на вопросы жителей. Для начала я предлагаю озвучить несколько цифр. Для этого мы специально подготовили слайд. Итак, в 2017 году социальные выплаты получили 270 тысяч человек на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Обеспечено жильем 296 детей-сирот. Объем потраченных средств больше 200 миллионов рублей. Это в том числе и средства федерального бюджета, которые второй год подряд республика осваивает в полном объеме. В рамках региональной программы «Доступная среда» адаптирован 91 объект социальной инфраструктуры. И по результатам независимой оценки 95% получателей довольны качеством оказания услуг. Илья Васильевич, больше трети жителей Коми получают социальные выплаты. В 2017 году были сохранены все обязательства перед населением, и вовремя ли они были выполнены? Ольга, это именно так. Республика Коми может гордиться тем, что мы выполнили все социальные обязательства. У нас, в отличие от регионов, которые действительно постоянно где-то гремят, что-то происходит такое, что доходит до федерального, к примеру, там, уровня, до федеральных каналов, мы действительно смогли сохранить все социальные льготы в Республике Коми. И можем этим гордиться. Ну и получили все вовремя свои выплаты. Конечно же, это, безусловно, все получают вовремя, мы за этим очень четко и строго следим. А какие новые социальные поддержки, какие меры новые появились? В Республике Коми достаточно такая ситуация с онкозаболеваниями, ну, об этом, конечно, здравоохранение всегда говорит, да, она достаточно сложная. И есть проект по поводу того, чтобы уменьшать количество онкозаболеваний, и мы тоже включены в этот проект своим решением, которое приняло правительство, глава вместе с депутатами, и был предоставлена возможность проезда к месту лечения и обратно для людей, которые страдают онкозаболеванием, приезжают для того, чтобы подлечиться или принять те или иные процедуры. Второе направление, которое мы в этом году расширили, это мы дали возможность за счет регионального семейного капитала, это были предложения и депутатов, и предложения были из районов, и глава ее поддержал решение, мы дали возможность тратить средства регионального семейного капитала на подготовку детей к школе. Расширили направление, да. Мы об этом давайте поговорим чуть позже. А вот возмещение расходов на проезд для онкобольных, вот эта мера востребована? Да, мера достаточно востребованная. Практически 300 человек уже воспользовались таким правом. Мы думаем, что действительно мы сможем сохранять здоровье для наших людей, и социальная защита в этом будет помогать здравоохранению. И она будет продолжена? Конечно, она продлена. По этой теме к нам пришел вопрос от жителей Ивуктыла и Усть-Цилимского района. Они пишут, что проезд онкобольным возмещается только автомобильным и железнодорожным транспортом. Но 2 раза в год жители этих районов отрезаны от большой земли из-за ледостава или дохода на реке. Можно ли предусмотреть компенсацию проезда самолетом на весенне-летний период, на весенне-осенний период? Да, сейчас мы как раз работаем для того, чтобы сделать правильное финансово-экономическое обоснование. И со второго квартала 2018 года такая возможность вылетать как раз в период распутицы будет предоставлена. Именно для жителей Именно этих для районов. Жителей районов, которые отрезаны по тем или иным причинам от большой земли. Республика поддерживает и многодетных семей. И одна из важных выплат – это региональный семейный капитал. В 2017 году сертификаты получили 1876 семей. Кроме того, и это действительно важно, были расширены направления его использования. Подробнее об этом расскажет моя коллега Евгения Новоселова.
Региональный семейный капитал – это одна из мер поддержки многодетных семей в Коми. Его дают на третьего или последующего ребенка, рожденного или усыновленного после 2011 года. Как использовать денежные средства, семья решает сама. Список разрешенных направлений внушительный. Супруги Некрасовы после рождения третьего ребенка сразу решили – региональную выплату потратят на ремонт дома. Подали документы в мае месяце, там месяц на рассмотрение, месяц на перечисление, получили сейчас вот в июле месяце. А потратили мы на ремонт крыши, была из шифера, сейчас металлочерепица. Очень существенная поддержка. Мама 4 детей Наталья Лобанова с помощью мер господдержки улучшила жилищные условия. Добавила к своим средствам региональный семейный капитал – 150 тысяч рублей. Получился полноценный первоначальный взнос на покупку квартиры. Для оформления сертификата проблем нет. Почему? Потому что пакет документов несложный, то есть это документы самого родителя и документы ребенка, подтверждающие того, что мама является, значит, матерью всех 3 детей, рожденных ею или усыновленных. А по использованию, то есть там тоже особых проблем нет, если, как вы говорите, документы правильно оформлен договор, например, купли-продажи, правильно оформлены документы о покупке стройматериалов. 150 тысяч можно расходовать единовременно или частями по 25 тысяч в год. На образование детей, страхование жизни ребенка, оплату детского сада, медицинских услуг, проезды к месту отдыха, перепланировку жилья, возмещение расходов на коммунальные услуги. А с 1 июля 2017 для подготовки детей к школе. По инициативе главы региона Сергея Гапликова этот вид помощи многодетным продлен до конца 2018 года. Среди регионов Северо-Западного федерального округа Коми занимает одну из лидирующих позиций по величине регионального семейного капитала и по многообразию направлений его использования. Илья Васильевич, а в сравнении с другими регионами наш семейный капитал не проигрывает в размере? Вообще, когда смотришь такие сюжеты замечательные, понимаешь, что мы вообще не зря в Республике Коми работаем, и не зря действительно бюджетные деньги налогоплательщиков тратятся на вот такие направления. У нас региональный семейный капитал самый практически большой в России, по северо-западу действительно самый большой. И очень важная особенность нашего регионального семейного капитала, что мы не делим людей на нуждающихся или не нуждающихся. Мы даем его реально всем семьям. У нас в Республике Коми на это направление работы уже потрачено практически 1 миллиард рублей. Это огромные колоссальные деньги, но они действительно тратятся не зря. Это за какой период? Это с начала действия регионального семейного капитала. Примерно 10 лет, наверное, да? Меньше, да, 5 лет, 5-6 лет. И он будет продолжен? Конечно, мы его продолжаем, он продлен и будем продлевать. Мы видим, есть инициатива президента, все демографические меры продляются, мы тоже будем предлагать продление его также на тот же период, пока и демографические меры в России действуют в целом. Илья Васильевич, некоторое время в республике, да и в стране остро стоял вопрос очередности в дома-интернаты. И вот сейчас как раз мы видим на экране одну из ваших поездок по решению этой проблемы. И президент Владимир Путин поручил регионам ликвидировать очереди. Как сегодня в Коми обстоят дела? И этот же вопрос задают и наши телезрители. У нас этот вопрос решен, мы решили его досрочно, раньше, чем было поручение практически на 3 квартала, на 9 месяцев мы раньше его решили. Мы ввели 120 новых мест в Республике Коми. Для Северо-Запада, наверное, кроме Санкт-Петербурга, таких объемов ввода за прошлый год действительно нигде не было. Мы увеличили количество мест в интернатах, и сейчас у нас очередности фактически нет. Не то, что вот министерство приняло решение, где-то есть эта очередность потом в интернатах, у нас ее фактически нет. Это большое достижение. За счет открытия новых. 120 мест в 3 интернатах мы открыли. Это в Печоре мы перепрофилировали отделение, в Тинтюковском доме открыли отделение, и также мы в Емве открыли отделение новое, совершенно реконструированное, и также в Максаковке мы открыли отделение забота, где есть шикарнейшие условия для людей, которые действительно заслужили в своей жизни, много чего достигли, но вот по каким-то причинам остались без родственников, остались без тех людей, которые могут помочь. И по этой теме у нас есть тоже вопрос от жителя. Анатолий Паршуков из поселка Югдьяк Усть-Куломского района
Интересуется, будет ли открыто еще одно стационарное отделение Центра соцзащиты в освободившемся помещении больницы. В целом, хочется сказать, в Усть-Куломском районе у нас 40 мест создано в Югдяге, еще 40 мест в Земстане. То есть у нас район, можно сказать, из сельских районов лидирует по количеству мест, которые у нас в целом есть. Так как у нас сейчас очередности действительно нет, то и, в принципе, открывать места и держать их, как говорится, пустыми, ну, пока мы не видим особой необходимости. Но, конечно же, так как это в том же комплексе зданий, что и где у нас сейчас находится отделение, мы присматриваемся к тому, чтобы действительно расширить там. Но пока что решение такое не принято, но нам нравится Югдяг, отношение людей к этому учреждению, наших сотрудников. Мы думаем над этим вопросом. Понятно. Еще одна волнующая наших жителей тема – это социальное обслуживание на дому. И с 1 октября 2017 года эти услуги предоставляет негосударственный сектор. Почему произошли такие изменения и как скажутся они на самих получателях? Да, действительно, изменение такое, можно сказать, или революционное, или эволюционное его назвать. Такой опыт мы наблюдали первоначально, еще до того, как в России президент сказал о том, что надо привлекать некоммерческие организации, привлекать людей, которые не связаны как-то с государством. Такой опыт я впервые увидел в Финляндии, да, который 20 лет назад передали надомное социальное обслуживание, передали организациям, они некоммерческие или коммерческие, разные. Действительно, мы пошли по такому пути, и мы увидели, что это помогает, первое, развить конкуренцию. То есть она даже не то, что между районами они между собой конкурируют, но внутри организации делают все, чтобы максимально удовлетворить потребности и спрос своих клиентов, тех, кого они обслуживают. Они между собой, сейчас мы уже видим внутри, они стремятся, что давайте, вот я вот хорошо обслуживаю, придите ко мне на обслуживание, социальные работники между собой. Если поначалу, когда я честно признаюсь, действительно на местах отбирали людей, наши сотрудники, наши учреждения отбирали первоначально. И первый раз я их увидел на совещании, которое проводил Государственный совет, который очень активно эту идею продвигал. Действительно, на тот момент у них немножко было такое настороженно у самих даже работников. Значит, но потом, когда вот они сейчас отработали 3 месяца, мы вместе с ними выезжали в один из регионов Северо-Запада поделиться уже нашим опытом. И я действительно увидел, что у людей глаза горят, что они хотят что-то улучшать, хотят делать, хотят стремятся. То есть действительно заметные изменения происходят. Я думаю, что это будет волна по нарастающей идти и, конечно же, на пользу наших клиентов, обслуживаемых граждан. Мы работаем в прямом эфире, у нас уже есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, добрый вечер. Илья Васильевич, я хочу обратиться к вам с огромной благодарностью. У меня девочка, дочка, инвалид 1 группы, Осколкова Марина. Год назад она у меня уже как бы с 2014 года не вставала, вообще 3 года лежала. И вот год назад вот так быстро ваше вообще ведомство сработали, то есть мы получили ортезы благодаря вам, в которых она стала уже вставать и ходит в них. Потом нам очень быстро, так как девочка выступает на и муниципальных, республиканских фестивалях, очень быстро сделали нам тоже по заказу по реабилитации колясочку складную. То есть она благодаря ей может выезжать и на Нижний Одесс, то есть и в Ухту выступать. И вот как бы все благодаря вам. Огромное вам спасибо. Я бы еще хотела спросить, можно ли вот нам сейчас, мы снова были на реабилитации, так как у нее гипотрофия мышц, нам нужен велотренажер. Но вот нам отказывают, пока я еще на МСЭК не обращалась, но уже сказал невролог, что нам не положено, как бы, что он очень дорогой и вряд ли вы его получите. Как бы нам вот еще его бы приобрести, если можно? Спасибо за вопрос. Мне подсказали, что это звонок из Сосногорска был. Да, я понял, потому что про Нижний Одесс было сказано. Во-первых, действительно очень приятно такие слова слышать. Не все виды помощи у нас встроены в систему именно государственную, не всегда помогают, но мы поработаем с бюро МСЭ, посмотрим, возможно, привлечение или спонсорских средств, или еще каким-то образом. И пусть и Марина, и другие дети Республики Коми будут здоровы и ходят своими ногами. Если это возможно, мы будем, конечно же, помогать во всех таких случаях. Да, социальное обслуживание на дому. Продолжим эту тему. В связи с этим жительница Вайвожа интересуется, а не изменится ли тариф на социальное обслуживание и нормативы времени на оказание одной услуги?
Очень профессиональный, наверное, вопрос, как-то связано задающий этот вопрос женщина с нашими работниками. Но в целом что хочу сказать, что мы видим, что сейчас из тарифа нашего исключаются потихонечку все ненужные, непрофильные вещи. Да? То есть мы понимаем, что какое-то время, он еще пока мы его стабилизировали, тариф, он не будет расти, несмотря на то, что в тарифе 90% это заработная плата. И надеемся, что в дальнейшем как раз вот за счет конкуренции, за счет того, что будут больше качественно оказываться услуги, тариф, ну, во-первых, расти точно не будет. Во-вторых, по нормативному времени мы понимаем, что он на данный момент в среднем по республике рассчитан. Но в какой-то момент, может быть, действительно нам учреждения, которые сейчас наши автономные некоммерческие организации, предложат его изменить. Потому что мы понимаем, в Сыктывкаре рядышком все магазины, и легко сходить за продуктами, это один норматив времени. В селе это немножко другое. То есть мы будем улучшать наши стандарты обслуживания и наши нормативы. То есть пока что резких изменений не будет, и это, в принципе, для людей хорошо, но мы говорим о том, что мы всегда держим руку на пульсе. А для соцработников что-то изменилось или изменится? Социальные работники, вот я еще раз скажу, что они действительно довольны тем, что они стали работать в новых условиях. Мы сейчас вводим программу компьютерную, которая будет учитывать все услуги, и после этого у них уменьшится количество отчетов. То есть они будут заниматься реально своими обслуживаниями, а не заниматься там написанием всевозможных отчетов. И плюс, действительно, мы видим по опыту других регионов, которые впереди нас, это в первую очередь Приволжский федеральный округ, под Башкирией мы смотрели. В Северо-Западе, кстати, мы единственные, кто по такому пути 100% перевели на домное обслуживание. Мы видим, что действительно привлекаются ресурсы для того, чтобы запустить новые услуги, востребованные. Ну, к примеру, вот, кто мог подумать, да, что социальный работник в Башкирии будет работать с мотокультиватором, и эта услуга будет востребована на селе и помогает людям растить свежие продукты питания. Действительно, они закупили и дальше пошли. Мы тоже сейчас смотрим, что нужно нашим жителям для того, чтобы приобрести, чтобы автономные некоммерческие организации приобрели необходимое оборудование и улучшали, и увеличили количество услуг, и улучшали свое обслуживание. Действительно, большая работа проводится сейчас. Положительные изменения налицо. Мы ненадолго прервемся и продолжим после рекламы. Это «Детали дня», личный прием. Сегодня гость студии – министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин. Илья Васильевич, давайте перейдем к теме занятости населения. Это тоже в вашем ведомстве. Давайте сначала также цифры. Попросим слайды. В 2017 году трудоустроено 906 граждан с инвалидностью, специально создано 57 оборудованных рабочих мест. Республика Коми заняла 5-е место в рейтинге Минтруда России по временному трудоустройству детей 14-18 лет в летний период. И при содействии службы занятости прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование почти 2500 человек. Это на 39% больше, чем в 2016 году. Илья Васильевич, какова сегодня в целом ситуация на рынке труда и как меняется уровень безработицы в регионе? Готовясь к этому эфиру, я уже второй год вижу, что половина вопросов не связаны так или иначе с занятостью. Все-таки вопросы трудоустройства, вопросы того, что люди теряют работу, мы это видим и действительно применяем все меры для того, чтобы или переобучить, или помочь найти работу. Вот в прошлом году, вот почему нам удалось удержать, к примеру, показатели безработицы на том же уровне, даже чуть-чуть их снизить на 0,1%, за счет того, что мы в прошлом году работали над так называемыми активными программами активной занятости. То есть у нас было выделено специально 30 миллионов рублей в Республике Коми, на котором мы проводили переобучение, и тоже это очень, кстати, хорошо, то есть переобучение в основном проводили наши среднеспециальные учебные заведения. То есть, опять же, это мультипликативный эффект, когда деньги оставались в социальных отраслях и давали пользу. То есть за счет того, что мы переобучали, и за счет того, что мы очень активно помогали и людям и с инвалидностью, и тем, кто действительно находился, молодежь, к примеру, да, очень такая рискованная группа на рынке труда, нам удалось удержать безработицу официально на достаточно приемлемом, можно сказать, низком даже уровне. Я знаю, что и женщины, которые находились в отпуске по уходу ребенка,
тоже много проходили переобучения. Да, есть указ президента, одна из частей указа президента Российской Федерации, который говорит о том, что женщины, которые находятся по уходу за ребенком, они имеют право получить даже иногда другое образование, не то, которое они были. Ну, были такие примеры, когда приходили на личный прием, говорят, вот я всю жизнь работал бухгалтером, но я считаю, что я буду очень хорошо делать косметологические услуги. Можно ли мне переобучиться? Ну, или такие примеры. Действительно, люди находят свое призвание, находясь по уходу за ребенком, может быть, переоценивают свою жизнь, значимость и находят себе даже другую профессию. Это очень интересно. Ну и за счет этого тоже удается. Конечно, это держать тоже уровень помогает сразу после того, как детям дают садик, сразу выйти на любимую и работу с новым образованием. По поводу трудоустройства у нас есть вопрос от жителя Сосногорска. Он спрашивает, какие требования и критерии будут выдвигаться к набору сотрудников на строящийся в Сосногорске тепличный комплекс. Будут ли в первую очередь набирать людей из числа местных жителей? Конечно же, это самый главный приоритет, чтобы наши местные жители, ну, это жители Республики Коми и жители, которые близко проживают к тому или иному проекту, были трудоустроены. Поэтому мы, конечно же, в первую очередь ориентируемся через службы занятости, предоставляем возможность. Сейчас собираем списки тех людей, которые захотят работать на предприятии. Значит, мы получили от инвестора, от предприятия, которое строится, заказ. Мы будем постепенно набирать 110 человек, которые будут заниматься именно по профессии работать овощеводы. Сейчас разрабатывается программа обучения по этой специальности. Будем учить и на имеющемся предприятии у нас в совхозе пригородной. Также мы будем использовать возможности агропромышленного техникума, который в Вильгороде находится. То есть мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Приглашаем всех тех, кто действительно захочет работать, пройти анкетирование первоначально в службах занятости. Потом будет организовано обучение. Оно будет и очное в агропромышленном техникуме, и дальше уже будет даже дистанционное. Человек, находясь у себя дома, сможет переобучиться, пройти повышение квалификации. Судя по вопросу, желающие работать там есть. Желающие есть, мы набираем, поэтому активно просим включиться в этот процесс всех заинтересованных. Далее продолжим. Ваше ведомство занимается и вопросом временной занятости подростков в период летних каникул. И в связи с этим было поручение главы Коми увеличить количество трудоустроенных подростков. Что сделано в этом направлении? В этом направлении действительно мы можем тоже гордиться своими успехами. Немногие регионы Северо-Запада таким объемом трудоустраивают детей в летний период. Это ведь не только возможность отвлечь ребенка от улицы. И у нас в Республике Коми хорошие в целом успехи по поводу того, что у нас снижается преступность, правонарушения в летний период. Это в том числе немножко и наш, наверное, вклад в этом есть. Но хотелось бы сказать, что это и приучение детей к труду. В первую очередь, даже, может быть, что приучаем детей к труду. Они находят себе, может быть, профессию, находят себе новых друзей. У нас больше 10 тысяч детей ежегодно получают возможность и подработать, и быть занятыми летом. Это очень интересное направление, это уже наша работа, оно такое очень востребованное. И вот 5-е место по России. Такое когда-то было у нас? Рейтинг начал подводиться недавно, и очень хорошо, что глава нас, можно сказать, подстегнул работодателей, и нас провести конкурс. Мы провели конкурс в Республике Коми на лучшего работодателя, и опыт показался очень хорошим, и мы в этом году также будем проводить такой конкурс на лучшего работодателя для наших подростков, для наших детей. Актуальный вопрос. В 2017 году актуальным был вопрос задолженности, заработной платы в организациях. Насколько результативной была работа вашего ведомства по решению этой проблемы? Надо сказать, что всю работу, которую мы организуем, мы, конечно же, не одни работаем. Или мы работаем в рамках правительства, и нам помогают другие органы и исполнительной власти, или, как в данном случае, мы работаем в том числе с федеральными ведомствами, с силовыми структурами, с Государственной инспекцией труда работаем, то есть с налоговой инспекцией. Большой-большой круг людей, которые вовлечены в этот процесс ликвидации задолженности. Ведь что такое задолженность перед человеком по заработной плате? Это значит, семья не получила средств
существованию. На российском уровне этому уделяется очень большое внимание. Уделяется президентом, он собирал в том числе и министра Максима Анатольевича Топилина, министр труда Российской Федерации, который докладывал, в том числе звучала Республика Коми. Но мы для статистики, если сказать, более 700 миллионов рублей смогли вернуть тем семьям, где не было заработной платы выплачено. И эту работу мы продолжаем, держим на особом контроле. Это наш такой очень тревожный, но очень важный для нас показатель, чтобы все-таки не обижали честного жителя, который трудится, и люди платят налоги, чтобы действительно людей не обижали невыплачиваемую заработную плату, чтобы люди действительно могли обеспечивать свои семьи и жить достойно в Республике Коми. Ну и вот чаще других с проблемой трудоустройства сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Ваше ведомство тоже этим занимается. Как вы помогаете устроиться на работу таким людям? У нас есть специальная программа по трудоустройству людей с инвалидностью. Я хочу сказать, что в этом году и в прошлом году подошли наши службы занятости очень творчески. Они даже назначили, я знаю, в некоторых службах занятости куратора чуть ли не за каждым человеком, у которого в индивидуальной программе реабилитации написано, что его нужно трудоустроить. Звонят, предлагают работу, ищут, очень болеют за свою работу и относятся к ней очень хорошо и помогают людям с инвалидностью устроиться. Да? Иногда даже просто пообщавшись с тем человеком, который действительно ищет свою работу, а может быть он и не желает на данный момент трудоустроиться, но когда он понимает, что государство, что работник государственного учреждения ему звонит и готов ему помочь, это дает шанс и настраивает человека на то, что действительно преодолевать те сложности, которые есть у людей с инвалидностью. Но я знаю, что даже наставники закрепляются за этими людьми, и как-то вы еще компенсируете работодателям трудоустройство таких людей. Есть специальные программы, по которым мы оплачиваем в том числе и возмещение за работу. Есть квотирование рабочих мест у нас в Республике Коми. То есть даже те предприятия, которые у нас, очень много предприятий нефтяного, газового, промышленности, которые не могут, ну, к примеру, там, нефтяники, буровики, не возьмут человека, который, к примеру, на коляске, но у нас наше квотирование рабочих мест, наш закон в Республике Коми позволяет создавать рабочие такие места в других организациях, как говорится. И на эти рабочие места привлекаются люди с инвалидностью. Очень активно этой работой, этим направлением пользуются именно общественные организации, которые у себя создают рабочие места для людей с инвалидностью. Ну и на один вопрос мы еще успеваем ответить. Перед министерством, кроме того, ставилась задача бороться с теневой занятостью. Насколько успешно вы справились с этой задачей? В целом, надо сказать, что кроме того, что мы боремся с теневой занятостью, это о чем говорит? О том, что приходят в республику налоги, то, что муниципалитеты в этом активно участвуют, потому что это в первую очередь их налоги, которые они получают на территории. Это сразу они знают, кто у них работает на территории. То есть эту работу мы ведем вместе с муниципалитетами. Это направление тоже нами осуществлено в полном объеме. Тот показатель на российском уровне, который нам ставился, мы перевыполнили, по-моему, на 1 или 2%. То есть мы справились с этой задачей. Илья Васильевич, спасибо за участие в нашей программе. Наш эфир на этом завершен. Все вопросы по традиции мы передаем в министерство. Ответы через 7 дней, надеемся, появятся на сайте ведомства. В следующую среду в личном приеме руководитель администрации Удырского района Николай Жилин. Увидимся через неделю. Всего доброго.